Привет всем! Сегодня мы пройдем несколько фраз, которые можно сказать в магазине или на базаре. Вы можете мне помочь? Сиз мага жардам бере аласызбы? Сиз – это уважительная форма, единственное число, да? Или если ты мне можешь помочь, сен мага жардам бере аласыңбы? Здесь, если разберем, сиз – вы, мага – мне, кому – мне, жардам бер – это помогать. Жардам – это вообще помощь, жардам бер – помогать. А ал – это вспомогательный глагол мочь что-то сделать. Сможете ли вы мне помочь? Или сможете ли помочь вы мне, да, если дословно получается. Сиз мага жардам бере аласызбы. Или сен мага жардам бере аласыңбы, то же самое. Ты мне сможешь помочь? Здесь разница только в нагрузках лица, потому что здесь мы говорим сыз, потому что говорим сись, здесь сен, потому что поэтому мы говорим аласын бы. Дальше. Сколько это стоит? Бул канча турат. Вместо слова это, бул, мы можем подставлять разные товары, да? Алма канча турат. Сабис канча турат. И ответ будет сабис 5 сом турат, сабис 50 сом турат. Вместо вопросительного слова подставляем ответ сколько, да? То есть здесь мы видим вопросительное предложение. Бул это, канча сколько, турат в этом контексте будет стоит. Сколько стоит это? И вместо вопросительного слова канча мы ставим ответ сколько, да? Например, дарбыз канча турат, нан канча турат, я не знаю, гүл канча турат, китеп канча турат. То есть сначала говорим что, а потом сколько стоит. Дальше. За сколько сом отдадите? Канча сомго бересись. Есть выражение без сом, за сколько отдадите, да? За сколько отдадите? Или за сколько дадите? Канчага бересись. Здесь тоже окончание лица, множество единственного числа в уважительной форме. Да? Если ты, то бересин. Если вы, то бересись. Канча сколько? Сомго. Сомов бересись дадите. Или канчага бересись. За сколько дадите. Здесь получается мы это окончание го перенесли просто к слову канча. Сколько. По сути, это один и тот же аффикс, одно и то же окончание. Но мы можем спросить, за сколько сом отдадите или за сколько отдадите. Дальше. Отдадите за 50 сом. Элю сомго бересизби. Вот то же самое окончание, что и здесь было у нас. Мы ставим сюда. Не просто элю сом бересизби, а элю сомго бересизби. То же самое нагрузка лица бересись. И би окончание для вопросительного предложения. Да? Если сказать элю сомго бересись, то у нас получится обычное предложение. Вы отдадите за 50 сом. Но так как у нас вопросительное предложение, отдадите ли вы за 50 сом или вы отдадите за 50 сом, мы спрашиваем бересись би, да? Я бы хотел это купить. Я бы хотел купить это. Мен муну сатып алгым келип жатат. Или мен муну сатып алайын дедим эле. Келип жатат мы с вами проходили, да, это хотеть чего-то, желать чего-то. Я, муну это, сатып, сат продавать, сатып ал покупать. Сатып алгым келип жатат. Я хочу купить это.
Если вы не знаете вот эту конструкцию келипчатат, то можно зайти в наш телеграм-канал, в нашу группу в Телеграме и там найти вот эту тему, где мы проходили вот эту тему, эту конструкцию. Да? Мен муну сатып алайын дедим эле. То же самое, вот это окончание у нас есть в Телеграме, по-моему, есть, и в самоучителе точно есть. Я собираюсь что-то сделать, да? Я хочу это купить. Я собираюсь это купить, да? Мен муну сатып алайын дедим эле. То есть и так можно сказать, и так. И так будет правильно. Но как бы больше по смыслу хотеть, это больше келипчатат. Дальше. Еще один, пожалуйста. Дагы бирди сураныч. Добавляем окончание бирди. Канчана нечени. Это тоже у нас счетное слово, да? Здесь мы не можем сказать дагы бир сураныч. Но мы обязательно должны добавить окончание дагы бирди сураныч. Сураныч, пожалуйста. Цена ба. Обратите внимание, что здесь два а. Деньги акча. Это очень дорого. Бул абдан кымбат. Бул это абдан очень кымбат, дорого. Есть ли скидки для детей? В русском мы говорим для, а потом говорим для чего. В кыргызском мы говорим что, а потом слово для. Да? Балдар үчүн арзандатуулар барбы. Арзандатуу это как бы скидки, а лар это окончание множественного числа. Б у нас идет вопросительная частица. Балдар үчүн арзандатуулар барбы. Есть ли скидки для детей? Допустим, мен үчүн арзандатуу барбы. Есть ли скидки для меня? Или, допустим, апам үчүн арзандатуулар барбы. Есть ли скидки для мамы, для моей мамы? Или, допустим, карыялар үчүн арзандатуулар барбы. Есть ли скидки для пожилых людей? Карыялар, пожилые люди, да? То есть здесь запоминаем, что в русском мы для вносим до дополнения, а здесь мы сначала говорим дополнение, а потом для, слово для. Когда открывается магазин? Дүкөн качан ачылат? Или можно сказать, во сколько открывается магазин? Тогда будет дүкөн саат канчада ачылат. Получается, мы прошли. Разница здесь качан когда, а саат канчада это во сколько. Допустим, сен саат канчада келесиң, во сколько ты придешь. Или сен качан келесиң, когда ты придешь. То есть это все зависит от того, какой именно вопрос вы хотите задать. На сегодня все. На следующую... магазин откроется в 10:00. Дүкөн саат 10 ачылат. Вот в вопросе есть канча, да, окончание, да? И в ответе, значит, тоже окончание должно быть. Например, если у вас спросят саат канчада ачылат, вы не можете сказать саат 10 ачылат. Обязательно, если говорят канчада, спрашивают канчада, значит 10 ачылат. Должен быть ответ. Какой вопрос, такой ответ. На этом на сегодня все. На следующий урок мы пройдем другую тему. Тоже разберем несколько фраз. Если есть какие-нибудь пожелания, рекомендации, пишите в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.